зовут Гульнара. Я родом из Казани, родилась в Казани. Образование у меня техническое, программист. И вот также провожу встречи в нашем уютном доме, в штабе татар, как мы его называем. Все любят приходить сюда. Штабу татар уже более 25 лет. Помимо вот этого дома, он собирался на Китай-городе еще непосредственно, да, это также выходцы из Татарстана и из других городов приезжали в Москву, и так, чтобы друг с другом общаться, не терять свои корни и помогать друг другу, также собирались вот здесь, ну, не здесь, а в Китай-городе, и так, как бы у нас сложилось то, что сейчас вот у нас такая квартира в центре города, да, и мы как бы здесь собираемся. На этой площадке у нас очень много мероприятий проходит. Также это яшлярки сейчас. У нас каждое воскресенье мы собираем студентов. У нас в это воскресенье тоже будет студенческое мероприятие. Также мы объединяем студентов всех вузов Москвы. Приходят знакомиться, скажу больше, друг друга здесь и находят. Говорят там то, что ой, ты же из моей деревни. И вот как найди меня получается. У нас сегодня также будет диджей Рамис Анде. Он будет нас сегодня скрашивать музыкой и игрой. И будет заставлять всех петь татарские песни под баян. Сначала только тебя. Сначала меня, ладно. Ребят, давайте поаплодируем Гульнара Ярулина. Гульнара Ринатовна Ярулина. У нас каждую среду проходит татар-мафия. Можно также присоединиться. Это уже в антикафе встречаемся, там тоже порядка 100 человек, там песни поем под гитару, там баяна нет, к сожалению. Можно будет я научусь на гитаре играть, ничего страшного. Нет, в следующий раз можно научить тебя туда, с баяном. В чатах вы активно общаетесь, я вижу. Мне кажется, самое большое количество сообщений это в этом чате. Вот он. Это... Рамис? Самый популярный, нет? Самый популярный. Мы за активность с вашей стороны, чтобы тоже было. Мы, для чего мы здесь собираемся? Чтобы не забывать, самое главное, свой родной язык, татарский язык. Вот. И самое главное, конечно же, рассказывайте о нас своим друзьям, те, кто не знает, и приглашайте к нам в гости тоже. Мы будем только рады. У нас есть небольшой конкурс под музыку. Нам нужно будет передавать сюбетейку по кругу. И на ком останавливается, то есть, соответственно, музыка останавливается, на ком останавливается сюбетейка. Нужно назвать свое имя и какое-нибудь татарское слово на первую букву вашего имени. Я Камила. Слово на букву К. Кучок, например, собака. Эльнара. Эйде. Всем привет, меня зовут Алина, и слово на букву А – это Алма. Меня зовут Раян. Так, на Р будет Ризак. Алла, усын Степандар язык. Еда. Еда? Ильнар? Ильнар. И? Ирте. Ирте? Что такое ирте? Утро. Утро? Принимается? Конечно. Зовут меня Руслан. Значит, татарское слово. Давайте рахмет. Спасибо. Рахмет, спасибо. Да. А ты откуда, Руслан? Я родился в Москве, а корнями из Нижнего Новгорода. Всем здравствуйте, меня зовут Ринат. Давайте татарское слово, давайте ряхет. Ряхет было, не было? Не было пока. Что такое ряхет? Ряхет – удовольствие. Лилия, лекше. Эльнара, Энкей. Пойдет? Tanıma ömürler yaz gülleri çalışacaksın kırsen de yaz gülerde gidiyor ömür şu yaz gülerde gidiyor ömür şu ayda.
И сегодня я расскажу о нем чуть побольше и также расскажу историю его создания и что, как мы делали, как мы к этому пришли, что мы вообще сейчас, чем мы занимаемся. Вот, и потом нас ждет интересная викторина. Кто выиграет, тот получит приз от нашего бренда Long Sleeve с флагом Татарстана. Вот, там нужны будут ваши телефоны, хорошее настроение и смекалка. А что же вообще такое Татарсол? Татарсол — это бренд, в который включает в себя и бренд одежды, и организацию мероприятий, и также развлекательный контент. Миссия нашего бренда является сохранение татарской культуры. Вот, хоть я сейчас и не на татарском говорю, но очень тоже хочу научиться разговаривать хорошо, вот как я сейчас говорю на русском, на татарском. Но также у нас тоже встречаются там татарские различные мемчики, жизненные какие-то цитаты. Вот, и в принципе, да, можно найти очень разные приколы. Вот, по поводу мероприятия мы организовали мастер-классы, организовывали квесты. Также у нас был Тайная Санта в прошлом году. Может, кто-то когда-то видел. У нас поменялся недавно логотип. Прошло где-то 2 месяца или 3. Вот, возможно, кто-то из вас видел и не подписан. Это мы, просто у нас поменялся чуть-чуть логотипчик. Вот. Сейчас он черно-белый. Вот это наши социальные сети. Кто не подписан, обязательно подписываемся. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и также в Инстаграме. Также можно нас встретить на Ютубе. У нас там шорты. Мы создали аккаунт в ноябре 2021 году. Изначально этот бренд, эта страничка была посвящена нижегородским татарам. Возможно, кто-то из вас помнит, были посты «Я не идеальный Кище, но и ты не с Рыбушкина». Вот, и такие различные посты. Вот, таким образом мы начали раскручиваться. У нас в основном были такие цитаты. Также потом я делала посты про каждую деревню. Конечно же, Рыбушкина просто мы сейчас вспомнили про него. Рыбушкина набрала больше всего лайков. Далее, уже где-то весной, в 2022 году, мы опубликовали нашу первую коллекцию одежды. На тот момент мы только начали сотрудничать с цехами. Мы создали всего 15 штук худи. У нас изначально было 15 штук. 9 это было с флагом, и получается 6 штук это был матур. Вот. Изначально их было 15, мы, конечно же, писали, что у нас там 30 штук, 100 штук, вот, но изначально их было всего 15, чтобы мы посмотрели, продается ли вообще и актуально ли это. Вот, рассказываю вам мини-секретики. Вот, ну и потом, короче, дело пошло, мы потом начали сотрудничать с другими цехами, сделали там еще больше партий, потом уже начали футболки делать и кепки, вот. Помимо этого мы участвовали в 2 московских сабантуев в Коломенском парке, то есть мы выставлялись в этом году, в 23-м году, в 22-м году. Все, что мы туда привозили, у нас все раскупали, то есть просто мы потом оставались ни с чем и уезжали в деревню отдыхать. Ура! Вот. И также за все это время было произведено и продано около 500 штук изделий собственного производства. Мы, получается, сотрудничали за все это время с 3 цехами. Потом сами купили вышивательный аппарат. Если кто-то когда-то покупал у нас изделие, возможно, это изделие было вышито моими руками. Вот, потому что я тоже научилась работать на этом вышивательном аппарате. Вот. И так. Кстати, тут есть люди, кто покупал когда-то либо у нас продукцию. Поднимите руки. Ура! Ну ладно. Далее. Вот, помимо, насчет бренда, у нас было очень много различных моделей, то есть у нас были худи с флагами, вот я вижу наши худи здесь тоже, вот с матуром, матур с надписью на спине. Также были футболки с узорами, футболки с надписями, в общем, очень много различных моделей, различных оттенков, различных размеров. Дальше. Вот, из последних моделей у нас сейчас вышли лонгсливы, один представлен на мне. Вот, можете потом подойти ко мне, потрогать качество. Это 100% хлопок. Вот, плотная ткань. У нас есть 3 разных модели с узорами. Тут не видно, но тут кошка, которая из мема, вот, где она вот так стоит, и там на ней чебетейка. Вот.
К сожалению, это только женские модели, мальчики, вы просто в них не влезете. Расскажу немножко про мероприятие. В начале пути мы организовывали 2 мастер-класса по рисованию татарских узоров на одежде. Вот. Также мы делали квесты в Татарском культурном центре. И также сейчас у нас уже вошло как традицию, каждую субботу мы собираемся и играем в волейбол. Вот, делаю это только не только я, но и Алина. Вот Алина здесь сидит. Да, у нас каждую субботу происходит волейбол, очень много участников. В группе уже около 200 человек. Вот, как вообще пришла к нам идея? Мы ходили на футбол, и нас вообще туда пригласили играть в женскую команду футбола. Мы пытались с Эльнарой собрать, поиграть, но, к сожалению, ничего не вышло. Мы в итоге пришли как болельщики. И нам понравилась эта атмосфера, и мы решили придумать что-то свое. Захотели, чтобы татары, сначала это были нижегородские татары также, чтобы они знакомились, узнавали друг друга, общались, что-то было общее. И как-то так все и получилось, то, что на протяжении года все знакомятся, находят свои вторые половинки. У нас очень много людей, которые воссоединились. Слушаем татарскую музыку, играем на любительском уровне. В общем, все классно, супер. Ходим потом в коляльную кафешку, кушать все вместе. Это тоже уже наша традиция. Нас там знают, нас там принимают с любовью, и ждем вас всех тоже на волейболе. Вот QR-код, если кому-то интересно, можете сейчас зайти в чат спортсменов, либо же к нам подойти, либо написать, мы вас всех добавим, если кому-то интересно поиграть в волейбол, либо посмотреть в качестве болельщика, познакомиться. У меня канал про спорт, про бойцов. Вот. И я часто снимаю ребят, которые участвуют в поединках. Может быть, вам интересно, чтобы я находился в вашей одежде, например. Тем не менее, я все равно хочу прославлять татар и татарское сообщество, так что почему бы и нет. Правила такие, сейчас я вам чуть-чуть подскажу. Здесь будут вопросы легкие, либо какие-то на смекалку. И также здесь даются дополнительные баллы тем, кто быстрее всего тыкнет на ответ. После каждого тура можно будет смотреть рейтинг, кто на первом месте. Всего вопросов 20. Жылытушы қияшың болайым әлі Күзлеріңні қабыштырып нұр болып Первое место Айрат Султан! Яндыртып көрейім әлі Нұрларыңнан мұңнар үріп таңнарды Айрылмағыз, Ayrılığını kanatları Kanatlarını kayıra Ayrılığı azapları Ayrılmağız Ayrılmağız, ayrılmağız Olsa da sebepleri Güllelek güllerge kutsa güller güllelemiye Güllelek güllerge kutsa güller güllelemiye Bundan yine sağlıklarım güllelek güllelek Asılmışım sen bu başımı kalbi veremeyken Üstümde tavasında korka düşmedi Şeylerge seyinip Kızıldan giyinip Akşamda üseler kınar Özüge gül salırız Sıklanıp kalırız İmim Artur şanımız iyi Yaşına güvenip Sezine
Qaysı qayında, qaysı sin bayramı diktiram. Yalnız qayını kışlanın, minarasın diktiram. Qaysı qayında, qaysı sin bayramı diktiram. Yalnız qayını kışlanın, minarasın diktiram. Qaysı qayında, qaysı sin bayramı diktiram. Yalnız qayını kışlanın, minarasın diktiram. В общем, я называю вам слово на русском, а вы должны перевести на татарский язык. Первое слово – миросоздание. Слово «земля». Отлично. Третье слово – религия, вера. Дин. Следующее слово – слово «встреча». Почти. Да, правильно. Так, следующее слово, но очень просто. Книга. Следующее слово специально от Гульнары. Фиолетовый. Шабаха. Следующее слово.